завертится шар голубой. Река великих страстей и великих авантюристов. Самая лихая река Сибири — Лена. Сколько жизней загублено в погоне за ее сокровищами. Мы отправляемся по реке с темным прошлым, чтобы найти то, что манило к ней тысячи людей и ломало их судьбы. Их убивали, обирали, а потом сбрасывали в речку. Клады времен золотой лихорадки. Что, нашли что? Что-то есть. Это кольцо. Тайники купцов-староверов. Балалаечка играет, балалаечка поет. Алмазы величиной с кулак. Золото и мамонтовые бивни ценой в миллионы долларов. Так это просто сенсация. Этот фильм о великом русском клондайке и о том, как становятся обладателями несметных сокровищ. «Большая вода». Лена. На канале «Моя планета». Вены и жилы нашей планеты – ее реки. Бурные в горах и неспешные на равнинах, эти синие ветви жизни причудливыми змеями разрезают землю. На территории России 2 миллиона 800 рек. Их общая длина более 12 миллионов километров. На их берегах тысячелетиями селились люди. Отражаясь в их прозрачных водах, развивались и гибли цивилизации. Реки были связующими нитями между культурами и странами. Они дышат историей, легендами, преданиями и тайнами. Это «Большая вода». Лена. Есть такая якутская легенда. Когда Бог распределял природные богатства, Он хотел наделить ими все народы поровну, чтобы никого не обидеть. Он летел над землей, неся в руках алмазы и золото, и равномерно рассыпал их по поверхности. Но в полете над Леной его руки замерзли, одеревенели, и все алмазы выпали из его ладоней. С тех пор на Лене всегда холодно, температура воды не поднимается выше 10 градусов. Зато эта земля усыпана несметными богатствами. Лена. Несмотря на суровый климат, люди всегда с охотой селились на ее берегах. Лена кормила и северных кочевников, и русских промышленников, нашедших здесь богатейшие залежи природных ископаемых. Золото, алмазы, мамонтовая кость, нефть, природный газ, уран, серебро, свинец, вольфрам. Только перечисление всех ленских сокровищ займет порядочное время, а поэтому не будем его терять. Лена – крупнейшая река Восточной Сибири. Общая протяженность 4400 километров. Истоком Лены считается небольшое озеро в 7 километрах от Байкала. Впадает в море Лаптевых. Мы отправляемся на север вниз по Лене, чтобы увидеть ее богатство. Может быть, мне повезет, как повезло когда-то якутскому купцу Манытаху по прозвищу «Денежный мешок», который собрал на Лене 20 тонн чистого золота. Наше путешествие стартует на притоке Лены, в Бодайбо, в маленьком сибирском городке с большой историей, откуда по Лене распространилась золотая лихорадка. В 19 веке здесь нашли золото, и буквально за несколько месяцев Тихий таежный угол превратился в крупнейшее в мире золотопромышленное предприятие. Смотрите, а вот в этой вот черновой породе, которую мы моем, там же могут быть прям непосредственно слитки золотые, слитки или какие-то самородки большие. Конечно. Могут быть? Конечно. Ну что, я полтонны намыл, имею право на законные 5 килограммов, мне кажется, ценного материала. Навряд ли. Почему-то я так и думал, что вы так скажете.
Обогащенную породу, тщательно опломбированную, под надзором вооруженной охраны, доставляют на золотоприемный пункт, территория которого окружена колючей проволокой. Спасибо. Просьба не снимать лица. Денис, сейчас мы вместе с вами проследуем в доводочное помещение и отследим весь процесс обработки. Люди, которые работают здесь, называются доводчики. С их помощью обогащенная золотая руда превращается в чистейшее золото 900-й пробы. Какое же это право завораживающее зрелище! После очередной промывки золото запекают в печке, чтобы окончательно избавиться от примесей. Теперь можно отправлять в золотой запас России. Ну а что, может, камешек-то мне все-таки подарите какой-нибудь? Нет, Он небольшой, грамм 40. мы не сможем подарить вам камушек. Золото вы можете приобрести в ювелирных магазинах обработанных. Вот, спасибо, Дмитрий. Теперь буду знать, где его приобретать. Так, замочек вниз. Это у меня сердце золотое просто. То же самое карман выверните. Все, руки в сторону. Держу. Развернитесь. Туда перед, ко мне задом. Ну вот так, возможность немедленно озолотиться Капюшончик накиньте, пожалуйста. пропадает на глазах. Теперь вся надежда на алмазы Якутии. Сейчас по этой дороге ездят многотонные самосвалы, а 100 лет назад работники добирались до приисков пешком. 4 апреля 1912 года здесь двигалось 2500 рабочих. Одеты они были празднично, чтобы подчеркнуть, что миссия у них мирная. Они шли в контору потребовать улучшения условий своего труда. Как вдруг, неожиданно, раздалась команда: пачками пли. 500 человек были расстреляны в ходе мирной забастовки. Многие из них погибли из-за того, что на весь прииск был один лишь фельдшер, и он не мог спасти раненых, которые умерли от ран прямо на дороге. Ленский расстрел явился поводом к переходу революционного настроения масс в революционный подъем масс. Владимир Ильич Ленин. Кстати, есть версия, согласно которой вождь мирового пролетариата взял себе псевдоним, именно вдохновившись этими событиями. Многие историки считают, что если бы не Ленский расстрел, возможно, никакой рабоче-крестьянской революции бы и не было. Так что, нравится нам это или нет, а события на Лене предопределили историю нашей страны по меньшей мере на 70 лет. Следующая точка на нашем маршруте – маленький город Витим. От Бодайбо до Витима идти не менее 12 часов. Это время мы будем коротать с опытным речным волком Владимиром Михайловичем. Вот уже почти 40 лет он отвечает на Лене за безопасность навигации. Это только с виду Лена такая спокойная. А на самом деле, говорят, когда она мельчает, здесь повсюду оголяются останки кораблей, которые везли что-то по большой воде, да не довезли. В Заячьем перекате, там, это где-то, наверное, в 68-м, 67-м пароход «Комсомол» пробил там баржу. Это деревянный флот был. Она была с сахаром. Ничего себе, немножко подсластили реку, да? Наверное. Поэтому рыбы много сейчас в Витиме, говорят. Капитан рассказывает, что в Лене затонул не только сахар. На дне реки можно найти все, от старинных барж до американских туфель для покойников. Особенно повезло в этом смысле жителям деревни Яно-Быковская. Мы решили двигаться дальше по намеченному плану в сторону Витима. И сейчас самое время рассказать совсем необычную историю этого поселка. Представьте, тайга, больше 4000 километров от столицы, деревня, а люди ходят в лаковых ботинках, выписывают мебель из Европы, едят саксонского фарфора, а о сельском хозяйстве отзываются с презрением. Единственный в своем роде, Витим представляет крайне оригинальное селение, обязанное своим существованием золотопромышленному разгулу, спиртоношеству и хищению золота. Золото и кровь текли здесь, перемешиваясь своими струями, и создали Витим таким, каков он есть. Сейчас в это уже сложно поверить, но 150 лет назад этот небольшой поселок на берегу Лены был настоящим русским клондайком.
Скажите, а правда ли, что было это место, во всяком случае его описывали, как обширный кабак, дом разврата, вертеп убийств, большой горный дом, где нет ничего святого? Здесь за счет этих золотоискателей очень сильно развиты были. Было около 40 кабаков, были публичные дома. На такую маленькую деревню? На такую маленькую, в которой проживало не меньше 1000 человек, но в период, осенний период, когда завершался сезон золотодобычи, население увеличивалось до 2500–3000 тысяч человек, именно за счет золотоискателей. Село Витим стало прообразом села Разбой в знаменитом романе писателя Вячеслава Шишкова «Угрюм-река». Романе саги о жизни сибирских золотопромышленников, разбогатевших на ленских приисках. И даже имя главного героя, Прохор Громов, было взято у настоящего витимского купца, Прошки Громова. Здесь сейчас осталось 2 здания, которые использовались под магазины и под жилой дом купчихи Громовой. То есть здесь жили Громовы, действительно? Громовы жили, и может быть, по их фамилии взяли за основу. Те, какие у них были там семейные тайны, не знаю. Шишкову было известно, потому что те коренные жители, которые жили раньше, видимо, рассказывали те истории. Жители Витима очень гордятся своей историей. Даже дети в школе цитируют кровавые похождения предков с трогательным уважением. Когда люди спускались с Бодайбо, то они были грязные, все обросшие, и заходили в эту цирюльню. Здесь с ними разговаривали, угощали вином. Но потом, если в разговоре узнавали, что у них были деньги или золото, то их сбрасывали в погреб, где их убивали, обирали, а потом сбрасывали в речку. Убивали, грабили и сбрасывали в речку. На самом деле детский кружок кладоискателей занимается действительно важным делом. Они ищут артефакты для своего музея в старых домах витимцев. Сегодня на повестке дня исследование старого подземелья, куда как раз и сбрасывали незадачливых золотодобытчиков. Надо сказать, витимские клады будоражат воображение уже больше века. Многие пробовали найти сокровища, но попадаются они в основном случайно. Кто найдет на чердаке банку с золотыми, кто в погребе. О находках стараются молчать, ибо могут ограбить и убить, что уж говорить, даже в наше время. Ну, вы находили что-нибудь там? Да. Случалось? Да. Сейф находили. Пустой? Жалко. Точно. Ну что, это туда? Пойдем? Мы решили исследовать дом Громова. Бандитом он не был, однако не может быть, чтобы купец не сколотил изрядного капитала на золотоискателях и не запрятал куда-нибудь ларчик на черный день. Для начала обыскали зал, где в советское время был продуктовый. Нашли советскую монетку 2 копейки, старую советскую кассу, старый советский гвоздь. Стало ясно, что нужно менять тактику. Может, туда сходим, в подвал, где можно что-то нарыть? 2 копейки. Накопай. Мы идем в подвал. Чувствуется, что здесь недавно кто-то был, и это вовсе не купцы, судя по оставленному мусору. Что такое? Пакет. Что такое? Что, нашли что-то? Что-то есть. Что такое? Я подумал сначала, что это часть какого-то водопроводного А это кольцо вы нашли? шланга, а это, видимо, часть. Кольцо. Это кольцо. С рисунком. С рисунком? Дети были счастливы. Конечно же, я отдал найденное кольцо в их прекрасный музей, а взамен эти милые школьники подарили мне 2 советские копейки. Слушайте, ну давайте так. Поскольку мы находимся в Витиме, я это все передаю вашему музею, потому что вы же следопыты. Держите. Надо ставить что-то на память. Надо сказать, в 21 веке Витиму повезло не меньше, чем в 19-м. Рядом с поселком 10 лет назад нашли нефть, так что и прекрасная школа, и новые дороги – результат именно этой новой нефтяной лихорадки. Видно, Бог за что-то любит витимцев. Пока я тут рассуждал, наш теплоход неожиданно пристал к берегу, и команда с заговорческим видом вдруг стала подниматься на крутой склон.
Ох, Крутая Владимир гора. Михайлович, держитесь. Нет, я не упаду. Это не первый раз. Лазим. Слушай, а ты плоскогубцы взял с собой? Взял? Надо посмотреть, тут мало ли что. Вот ржавчина тут. Еще. Давай. Ну дела. Наш ответ почисть. Голливуду, а? Да, взял, да? Краску. Давай. А кто же эти буквы изготовил-то вообще? Откуда они тут взялись? Как откуда взялись? Это название реки. Да нет, сами буквы. Сами буквы? Ну? Сами буквы. Это мы сделали. Я так думаю, что много людей называют свою реку Угрюм-река. Это и Енисей, Ну, и Подкаменная Тунгуска, и Ангара, и Лена. А я считаю, что именно Лена это и есть Угрюм-река. Конечно. И на этом поставим точки. Витимцы научили меня прекрасной сибирской поговорке. Дальше Сибири не угонят, а в Сибири тоже солнышко светит. В этой поговорке весь характер жителей Лены, стойких и открытых. Честно говоря, я даже не рассчитывал на то, что люди здесь будут так хорошо встречать меня. Однако, с точки зрения других находок, мое путешествие по большой воде пока что плодов не принесло. И в этом смысле я очень рассчитываю на Мирный, город в Якутии, который прославился в середине 20 века. В 1955 году в Москву поступила шифрованная телеграмма. Раскурили трубку мира, табак отличный. Трубка имелась в виду кимберлитовая. Это древнее жерло вулкана, содержащее изрядное количество отборных алмазов. А на берегах Лены началась новая лихорадка. Алмазная. Город Мирный находится немного в стороне от Лены, и стерегут его вот такие бурые охранники. Вот она, знаменитая шахта Мирного. Зрелище совершенно грандиозное. Одна из 10 кимберлитовых трубок, найденных в Якутии. Сейчас легендарное месторождение уже выработано. Алмазы добывают закрытым способом в шахтах прямо под вулканом, в самой толще земной коры. А вдруг и нам повезет? Все, идем. Немножко страшновато. Нет, все нормально. Все нормально? Держаться можно за помощью. Как бы. Ежедневно 310 метров под землей. Да. Ну, поехали. Нет, много. Шахты расположены на разных уровнях. Чтобы весь этот подземный город не рухнул, выработанные тоннели бетонируют, а под ними прокладывают новые. Ну вот, кажется, мы на месте. Если я сейчас вот килограмм руды распихаю себе в карманы, будет шанс хотя бы каратик. Нет, содержание 2 карата на тонну. Я думаю, шансов здесь нету. Отказываюсь в это верить, Александр. Говорят, алмазы в грунте похожи на обычные стеклышки. Мутноватые, иногда желтые, совсем не такие, как бриллианты. Почти всегда они закрыты слоем наросшего грунта, поэтому найти их в шахте равносильно чуду. Дайте вам что-то. Ну вот если так вот смотришь с фонарем, то что-то поблескивает. Вот Это местами. соль. Шахтеры смотрели на меня с жалостью. Это они сейчас такие умудренные жизнью. А думаю, что в первые дни работы в шахте они также мучительно вглядывались в соль, надеясь на чудо. Ну что, с солью, похоже, проблем у меня не будет в ближайшие пару лет. В отличие от алмазов пока. Я забрал с собой кусок соли в качестве сувенира.
Не арестуют меня? Нет, за соль никто вас не арестует. И решил хотя бы взглянуть на настоящие алмазы. Обогатительная фабрика. Зрелище, надо сказать, поразительное. Сидят скучные люди и со скучающим видом раскладывают миллионы в алюминиевые миски. Особенно поражают эти невзрачные миски, самые дешевые из возможных видов посуды, а в каждой из них годовой бюджет какой-нибудь островной республики. И в каждую чашку мы кладем свой определенный размер. У нас для этого существуют этикетки от мелкого класса до более крупного. Понятно. А как быстро у вас вообще пропадают мысли о том, сколько стоят эти алмазы? Вот вы с ними работаете ежедневно. Вы так легко перебираете там, вот 10-каратник, вот 8-каратник. У вас даже мысли не приходят в голову? Так, особо мысли эти не приходят, потому что как бы алмазы – это работа в первую очередь. Красота. То есть с красотой, как обычно, приятно работать. А у вас только гостям дают халаты без карманов? Это правило для всех. И для работников тоже, которые мы вынуждены строго соблюдать. Переходим в следующий цех. Здесь происходит оценка бриллиантов. Рука оценщика не имеет к вечеру от бесконечного приписывания ноликов. Это камень от рубки юбилейная, весом больше 85 карат. 85 карат. И по характеристикам он очень хороший, потому что у него хорошая форма, достаточно хороший цвет, мало дефектный. Стоимость его около 800 тысяч долларов. Всего-то? Всего-то. Кто бы мог подумать? Он пойдет в Гохран России, и дальше они будут их продавать с аукциона. А хозяин уже наверняка будет его гранить, получит 2 хороших бриллианта. А почему вы так думаете? Потому что обычно их распиливают по 2 заготовки, одна большая, другая меньше. В природе встречаются желтые, коричневые и даже голубые алмазы. Бриллиантами из них становятся лишь самые чистые камни, лишенные примесей и внутренних трещин. Ничего себе! Вот это красота! Фантастика. Здесь текущая добыча наших горно-обогатительных комбинатов. И что, это все настоящие алмазы? Да, конечно. Маленькая доля из того, что добывается. И какие же здесь камни представлены? Я вот смотрю туда, там вообще какие-то безумные по величине. Начнем с малого. Это с Айхальского ГОКа алмазы. Значит, здесь алмазы Смирнского ГОКа. Видите, что они более светлые. Это нюрбинские алмазы. Большое количество желтых алмазов в непрозрачной рубашке. Алмазы категории Coated. Самые дорогие мирнинские алмазы. И светлые, и крупные, и форма у них самая лучшая. Ну, в общем, курс средней школы, который я окончил, мне сейчас даже не позволяет представить себе, какую сумму стоят все находящиеся здесь камни. Да, ну можно говорить о нескольких миллионах долларов, а в принципе вот цена каждого из этих камней более миллиона. Алексей Валерьевич, ну последняя надежда только на вас. Хоть какой-то из камней я могу взять в руки под пристальным надзором ваших пожалуйста, можете специалистов? посмотреть вот поближе на эти камни. Так. Они крупные, потеряться не должны. Так, у вас есть нашатырь, если я вдруг сейчас потеряю сознание? Какой из них можно Мы взять? поможем вам. Ну, пожалуйста, да вот какой хотите. Вот можно Давайте вот самый это. большой. Да, вот самый большой камень. Ну что, вот и сбылась моя мечта. Я наконец-то держу в руках огромнейшую драгоценность. Все-таки такой кристалл далеко не каждому попадает в руки, так что мне очень повезло. Как-то же люди находят такие алмазы, ведь им же везет, значит, должно повезти и нам. Для этого мы движемся в староверческое село Павловск. Балалаечка играет, балалаечка поет. Балалайки ножки сделать, балалаечка поет. Признаться, здешние староверы меня удивили. Выглядели они совсем не так, какими мы привычно представляем себе старообрядцев. Местные жители объяснили, что те самые русские староверы, которые когда-то переселились в Якутию из Сибири, жили в тесном соседстве с аборигенами, обогащали культуру друг друга.
В результате русские лица приобрели якутские черты, а якуты пополнили свой фольклор задорными русскими частушками. Староверы приехали сюда, в Якутию. Приехали в 1852 году. 509 человек, душ, 102 семейства на строительство Якутско-Аянского тракта. Благодаря этой дороге Якутско-Аянского тракта и открытию Аляски образовалась русско-американская компания. Когда русско-американская торговая компания распалась, тогда эту дорогу начали содержать и якутские купцы, в том числе Максим Михайлович Кушнарев и их семейство. Вот оно, семейство Кушнаревых. Именно ради них я и проделал этот долгий путь. В конце 19 века семья Кушнаревых считалась одной из самых богатых в Сибири. Годовой оборот семьи, говорят, был не меньше 20 миллионов рублей, огромные деньги по тем временам. Сегодня таких людей называли бы олигархами. Магазины и доходные дома Кушнаревых были везде, от Аляски до Лондона. Перед революцией семье пришлось бежать и оставить где-то здесь, в Павловске, свои несметные сокровища. Скажите, пожалуйста, и вот эти надгробия так и простояли здесь нетронутыми? Или вот я вижу, что некоторые из них разрушены. Почему так? Вот для них было тяжелые времена при социализме. Все, как считали, что купечество, это эксплуататор типа такого. Второй момент. Искали кладовые. Все эти плиты были перевернуты. Да вы что? Так. Просто охочими докладов людьми? Да. И в результате полы все побили тут вот. Ну это ж кощунство. Да. Скрывать могилу. Вандализм. Обширное семейство Кушнаревых после революции ждала нелегкая судьба. Часть бежала за границу, а те, кто бежать не успел или не захотел, почти все умерли от голода после раскулачивания. Это кажется невероятным, но я нашел в деревне настоящих потомков тех самых Кушнаревых. Встретились мы с ними в бывшем родовом доме, где сейчас детский сад. Дедушка с бабушкой их выгнали из своего дома. А там у них зимовьюшка такая была, капусту солили, да то все. Поселили их там, а этот дом отобрали. Он вот так и стоит. Детей повыгнали, дети сразу-то уехали, а старики никуда не поехали, остались. И вот зимовьюшки в этой и жили, покуда померли. А вы сама Кушнарева или нет? Да, Кушнарева. Серьезно? А у вас какие фамилии? Тоже Кушнарева. Ничего себе, это, наверное, половина Это села мои Кушнарева. внучки. Скажите, ну а как жили? Зажиточные ведь были Кушнаревы купцы? Богатые, конечно. Акипсим был купцом первой гильдии. Сын его, Петр, тоже был купцом первой гильдии. В Якутске они построили дом для бедных. Еще помогали в строительстве женской гимназии, библиотеки. Здесь тоже построили, половина домов их было. Школу также они построили. А они могли что-то оставить здесь, например? Какие-то свои богатства? Может быть, клады какие-то здесь? Под магазином же собака нашла монеты старинные. Может, там что-то искала, кость или там птицу хотела поймать, не знаю. Раскопалась, потом нашла монеты, монеты собрала. Потом, наверное, хозяину дала, он распубликовал, рассказал всем. Надо сказать, что клады купцов Кушнаревых в поселке ищут только заезжие. Именно они сломали пол в церкви и разворотили несколько чердаков местных жителей. Мы вандализмом заниматься, конечно, не собираемся, но и упустить шанс поискать клад в поселке, где местные жители играли в детстве с золотыми монетами, мы тоже не можем. Поэтому я собираюсь воспользоваться помощью двух профессионалов. Мы искали во дворе одного из бывших купеческих домов. В 20 веке здесь был продуктовый магазин,
И поначалу нам попадались только артефакты, связанные с торговлей. Занятные, надо сказать. Вот старая монета. Например, советская серебряная монета 27-го года выпуска. Старинный гвоздь. Старый гвоздь. Старый гвоздь. А вдруг он золотой? Или колун 19 века. А, колун? Колун, ага. Ну сколько ему лет? Тоже ведь? Тоже, ага. Вековой. И к концу дня у нас сложилась довольно впечатляющая коллекция. Ну что, клада за весь день мы так и не нашли. Зато, можно сказать, у нас сложился целый музей быта старообрядческого села образца 20-го и даже, наверное, 19 века. Да. А это уже немало. Неплохой улов, Пантелеймон. А где же монетки? Что-то я их не замечаю. Монетки наши в кармане. В кармане? Да. Понятно. Это мы, чтоб не потерять и никому не отдать. Никому не отдать? Да. Не поделитесь со мной своим денежным уловом? Нет, это очень такая дорогая вещь. Серьезно? Да. Ни в какой? Это по всей России так. Что ж такое? Ну что ж, в очередной раз я остаюсь без клада. С другой стороны, две старинные монетки меня бы не спасли, а местным приятно. Но я расстраиваюсь все меньше. Все больше теперь радует сам процесс поиска. Тем более, что сейчас я отправляюсь на самый север, к Ледовитому океану. Легендарный теплоход, механик Кулибин. Вот уже почти 60 лет этот дедушка речного транспорта бороздит акваторию Лены. Сегодня это единственное связующее звено между центром Якутии и городом Тикси, самым северным портом России. Спасибо. Единственным связующим звеном между Якутией и самыми отдаленными районами севера является вот этот теплоход. Настоящий антиквариат постройки 1955 года. Механик Кулибин. Эта рабочая лошадка, несмотря на шторма и ранний лед, доставляет людей в самый северный порт Тикси. Для местных жителей Кулибин все равно, что близкий родственник, встречи с которым приходится ждать целый год. Пока. Внимание к сведению пассажиров. Уважаемые родители, пожалуйста, не теряйте из виду своих детей. Теплоход находится на воде, не забывайте об этом. А один неверный шаг, и все это может обернуться трагедией. Ну, раньше вот, когда вот сотовой связи не было, у нас же недавно появилась, детишки все на берегу. Первый вот теплоход, вот, когда появится, кто первый увидит, кто вот там на крыше, кто на чем на берегу, там прижигают. Старпом на Кулибине уже почти 30 лет. Пришел сюда сразу после армии. Он пробовал служить и на других судах, но вернулся обратно, потому что Кулибин вот уже более полувека – это символ Лены. Большое спасибо ему, часто говорят жители Крайнего Севера. Вот приходим иногда в Низовье туда весной, первый рейс. Некоторые даже плачут. Мы думали, вы нас бросили, не придете больше. Без него, говорит, нам все не прожить. Скажите, а раньше вот он кого перевозил? Раньше ведь туристические были поездки, да? Туристы приезжали со всего Союза, ездили и академики, и профессора. Они сами вроде люди серьезные, но такие развлечения устраивали. Тут встреча белого медведя с бурым медведем. Ключи от Арктики передавали. Ну, там чертями наряжались и ведьмами. Ну, сами туристы, короче. Сами вот эти вот профессора чудили здесь. Теплоход «Механик Кулибин» был построен после войны в Германии для речных прогулок по Рейну. Тут еще остались следы былой роскоши. Медные лампы, петельки для ковровых дорожек, концертный салон. Крутится, вертится шар голубой, крутится, вертится над головой, крутится, вертится, хочет упасть. Кавалер барышню хочет украсть.
Когда-то в музыкальном салоне Кулибина собиралась изысканная публика, пели известные артисты. В общем, кипела жизнь. Сейчас ветеран больше используется как вьючный мул. Но и надеюсь, что когда-нибудь для него еще настанут лучшие времена. Он снова будет перевозить туристов, которые в вечерних нарядах будут наблюдать с палубы за красотами реки Лена. Но сегодня у корабля не менее важная миссия. Он везет людей домой. Везет туда, куда никакой другой транспорт добраться уже не может. И дай бог, чтобы старичок Кулибин плавал еще долгие годы. Ну вот, когда суеты стало поменьше, самое время рассказать о цели моей поездки в Тикси. Я еду туда, где в вечной мерзлоте прекрасно сохраняется кость мамонта. Если найти хороший качественный бивень, например, 2,5 метра, можно больше не работать. Стоит он почти $1 миллион. Идею мне подсказали якутские ученые, которые нашли совсем недавно целую тушу мамонта. А здесь у нас самая ценная часть мамонта – это хобот. Единственный в мире хобот взрослого мамонта. Никто не находил и не знал, как они выглядят. Сейчас мы ее вынем оттуда. Вот отсюда поддерживай. Так, держу. Надо очень осторожно, чтобы не повредить сам хобот. Да, фактически хирургическая операция. Но знаете что, Семен, мы сейчас находимся не в морозильной камере. Я думаю, что это просто машина времени. Согласен. Которая унесла нас на сколько тысяч лет назад? На 28 600 лет. 28 600 лет назад. Какая прелесть, а! Если и существует такое понятие, как мамонтовая лихорадка, то Семен сорвал в ней главный куш. Открытие, которое сделало Северо-Восточный федеральный университет, абсолютно невозможно оценить в денежном эквиваленте. Оно совершенно бесценно с научной точки зрения. Правда ведь? Согласен. Эта находка может кое-что изменить в этом мире. Свежезамороженная кровь мамонта, найденная в теле самки, позволяет ученым надеяться на то, что мамонта можно будет клонировать. И тогда, возможно, уже через 20-30 лет лохматые мамонтята будут возить маленьких якутов в школу. Пока до клонирования мамонта еще далеко, в Якутии восстанавливают популяцию другого животного, исчезнувшего так же, как и мамонт, в период плейстоцена. Правда, этому гиганту повезло чуть больше. Некоторым особям удалось эмигрировать в Канаду и там переждать тяжелые времена. А в 1998 году, благодаря ученым, первые экземпляры вернулись обратно на родину, в Якутию. Вот они, репатрианты. Огромные канадские бизоны, вернувшиеся на историческую родину. Взгляд суровый и равнодушный. Но чувствуется, им здесь неплохо. Самец весит тонну. Ничего себе. И агрессивны? Ну, в период гуна. Такое ощущение, что находимся 16 тысяч лет назад. В тех временах. Такое ощущение, что какой-то мамонт сейчас может выйти откуда-нибудь из леса. Вот точно такой же пейзаж, между прочим. Потрясающе. А как их звать вообще? Может, как-то их можно подзывать к себе? Мне, конечно, приятно это внимание, но немного страшно, честно говоря. А у них сейчас по графику не обед случайно? Да, обед ничего. То есть они не даром на нас посматривают. Да. Как бы вопрошая, где? Да. Ребята, чего приехали? Оказалось, у бизонов матриархат.
Куда скажет самка, туда эти огромные парни и пойдут. И все же бывают случаи неповиновения. Вот, например, Яшка никогда не слушает самочек. Яшка! Колен, 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 колен! Колен, колен, ка. Ну, вряд ли подойдет к нам. А почему он отбился от всех? Какой? Своенравный? Но он дядя. у нас такой постоянно, один ходит постоянно. Или отказывается признавать матриархат. Мужик. Сейчас я сделаю селфи с бизоном, который отказывается признавать матриархат. Горжусь тобой, Яшка. Мы снова в пути. До Тикси осталось совсем немного. Это можно понять по резко изменившемуся пейзажу. Бескрайняя тундра, ни одного деревца на сотни километров вокруг. Говорят, в этих местах хотели сделать питомник изюбрей, но они не прижились, разбежались кто куда. А вот люди по-прежнему живут. За полярным кругом у большой воды, там, где Лена впадает в ледовитый океан. Тикси. Самый северный порт России. Морские ворота Якутии. Сейчас довольно трудно себе представить, что еще 30 лет назад этот город был крупнейшим промышленным центром севера страны. Летом снег, а люди ходили здесь на концерты, устраивали праздники, жили полноценной жизнью. Сейчас город как будто спит, погружен в анабиоз до лучших времен. Ну что, Сергей, можно ли сказать, что жизнь порта кипит? Или он видел и лучшие времена? Порт видел и лучшие времена. Раньше работали 1000 человек здесь. Сейчас осталось работать 18. Объемы груза упали, так как и количество жителей в поселке. Сейчас, скажем так, ну как старожило, наблюдение такое, процесс регресса остановлен. Даже более того, появилось какое-то оживление, вот, судя по порту. Сергей – последний из могикан. В прошлом военный летчик, а сегодня историк края. Живет в панельном доме в Тикси практически в одиночестве. С ним-то мы и пойдем долбить мерзлую землю Тикси в поисках кости мамонта. Так, как искать, Сергей? Где, как глубоко это все залегает? Как правило, лучше всего искать это там, где, ну, есть ледники, по берегам древних ручьев. Вот. Ручей, как своеобразная промывочная машина, вымывает, дверь их подмывает, и отсюда, естественно, здесь сколько тысяч лет, и мамонты гуляли, естественно, они здесь и погибали, и вот здесь останки их находятся. Я прилежно копал землю, особо ни на что не надеясь, уже предвкушая, как буду рассказывать внукам о том, как в поисках сокровищ добрался до самого Тикси, так ничего и не найдя. Как вдруг... Сергей, так это просто сенсация! Ха-ха. Ищите на лентах новостей, сообщений, мне кажется, а? Для наших мест это далеко не сенсация, но как бы да, это находка. Вот такой достаточно серьезная, да. К сожалению, мы находимся на территории заповедника. И что же? Придется отдать в музей заповедника. Все находки это уже как бы, ну, это ведение ученых, скажем так, это палеонтология. Ну что, будем считать, что я внес свою палеонтологическую лепту в исследование Севера. А уж свою биографию подавно. Оп! Тем не менее, маленький кусочек ледникового периода у нас теперь все же есть. Сергей подарил нам на память небольшой зуб мамонта. Такие артефакты не подлежат обязательной сдаче в музей. С точки зрения обогащения, мое путешествие окончилось, в общем-то, бесславно. В арсенале советские монетки, найденные в Витиме, соляной кристалл из шахты в Мирном. Ну и, конечно, настоящий зуб мамонта.
Хотя сейчас, глядя на все это, я понимаю, что это не так уж и мало. У меня в руках оказалась вся история освоения Севера. История тысяч людей, которые стремились на Лену в поисках сокровищ, а нашли здесь свою судьбу. Ведь эта огромная северная река, по сути, и есть одно из главных сокровищ нашей страны.